Selam aleyküm dostlar. Nasılsınız? Herkes yaxşımı? Herкеснің sağlığı yerinde mi? Барышванус, мен кеч қалдым, извините, я опоздала. У меня просто интернет почему-то не подключался. Перезагрузила роутер. И теперь все нормально. Начала. Келина сайты дерсімізді башлайық. Давайте начнем наше занятие. Какую тему мы с вами проходили? Насыл не взломал кечтік, бу ким, бу не. Ким, да, пишем, говорим км, как будто к переходит в м. К в м. Бу ким, бу не. Бу это, км кто, не что. Бу ким кто это, бу не что это. Быстренько, да, повторим. Ким окuyacak, кто прочитает. Это мы с вами уже проходили, просто сейчас, да, быстренько повторяем, чтобы вспомнили. Ким успей. Окуем свет терджиме тему. Читаем и переводим. Ленора Ханум, бuyur у нас. Бу ким, бу она. Это кто? Это мама. Бу ким, бу инсан. Это кто? Это человек. Бу ким, бу Фериде. Это кто? Это Фериде. Девам этим? Эльбет. Бу ким, бу Сулейман. Это кто? Это Сулейман. Бу ким, бу Аджа. Это кто? Это учитель. Бу ким, бу Талибе. Это кто? Это ученик. Çok sağ olun, yaxşı. Endi bu не. Biz не айтқанбыз кечкен дәрісте, что мы с вами говорили на прошлом занятии, bu не айванларға да айтыла, яғни bu кім тек инсанларға айтылады. То есть кто это мы говорим, да, bu кім по отношению к людям, к человеку, bu не айванларға. Айван это животное, да, то есть на животных мы тоже говорим что в татарском языке, да, bu не. Это вспомнили. Ким окuyacak, кто прочитает. Окуем свет терджиме, мы читаем и переводим сразу. Успей. Достар, исламанус. Не успеем. Ким успей окумага. Кто хочет прочитать? Лейла Ханум, Белькисус. Достар. Это Алексей Бей. Может, вы хотите прочитать? Кто хочет прочитать? Здесь ничего сложного. Пока нужно только прочитать и перевести, да? Это мы с вами на прошлом занятии все проходили. Перевод забыли. Вспомним вместе. Если, смотрите, друзья, вы не стесняйтесь, читаем, да, океймос. Если кто-то вдруг подзабыл какое-то слово, это не криминал, да, то есть забыли, ничего страшного. В чате можно подсказку друга попросить, да, в чате может кто-то подскажет, напишет. Если в чате не подскажет, то уже я подскажу. Алексей Бей, вы у нас. Селям алейкум, достар. Алейкум селям. Бу не, бу китаб. Это что? Это книга, кажется, да? Да, добру, правильно. Бу не, бу бюльбюль. Это что? Это соловей. Бу не. Только смотрите, когда мы уже на русский переводим, хоть мы говорим бу не, да, что в крымско-татарском, то на русский уже переводим нормально, да, кто это, ну, как на соловья мы говорим, кто в русском языке. Ага. Вы поняли, что я имею в виду? Это кто? То есть в крымско-татарском не, да, так кто? Ага, это кто? Это соловей. Бу не, бу köpek. Köpek я забыл. Подсказка друга, кто помнит? Копек. Бу не, бу köpek. Это кто? Это собака. Бу не, бу bilgisayar. Это что? Это компьютер.
Буне, бу алма. Это что? Это яблоко. Ударение на последний слог. Смотрите, алма. Если мы скажем алма на последний слог, то тогда будет яблоко. А алма не бери, когда переведем. То есть это как глагол можно перевести алма. А так в существительном, да. Да. Угу. Существительном. Буне, бу алма. 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 Это что? Это яблоко. Буне, бу бахча. Это что? Это сад. Yaxşı. İnşallah güzel. Sağ olunuz. Devam edemiz. Ev işi. Kim yaptı? Кто сделал домашнее задание? Поднимите ручки. Эллеріңізді көтеріңіз, мана көтеріңіз. Покажите мне, кто сделал. Ленора Ханым, машалла. Так, Ким, да. Кто сделал домашнее задание? Покажите мне ручки, что вы сделали. Эльмира Ханым, машалла, yaxşı. Рустем Лейда yaptı. Кто еще сделал домашнее задание? Очень Санна. Яша, это эллеріңізді. Так, кто хочет прочитать, теперь поднимаем ручки. Ким оқымаған сей? Ким оқıyacak? Ленора Ханым, buyurunuz. Yarısı. Или по 3, давайте, учердание. Tamam anladım. Bu bağışlanız. Bu kim? Bu hoca. Bu kim? Bu dilaver. Bu kim? Bu talebeler. Yaxşı, sağ olunuz. Bağışlanız. Endi da söz bereyik. Kızlardan da yaptı. Rustem Bey galiba elini ko'targan deb o'ylayman. Rustem Bey, siz? Так, кто-то поднимал же еще ручки, поднимали же ручки. Эльмира Ханым, у вас микрофон не работает? Эльмира Ханым, микрофоныңыз çalışamı? Yok. Yok. Ага. Так, Leyla Hanım, buyurunuz. 4. Bu kim? Bu kim? Bu Белка, да? Белка. Сансар. Bu Только бағаныз біз не айттық? Айбанларға не айтамыз? Не. Кімдегі не. Bu ne? Bu sansar. Bu ne? Bu bülbül. Bu ne? Bu ne? Bu Парта роле. Парты. bu ne? Bu rale. Ролелер, да? Много. Yaxşı, sağ olunuz. Endi sözünü Zarema Hanım'a bereyik. Sağ olunuz Leyla Hanım. Zarema Hanım, buyurunuz. Про ручку. Zarema Hanım. Так, Зарема Ханым, siz elini ko'tardingiz elingizni? Вы руку подняли, а отвечать, или у вас микрофон не включается? Микрофон çalışamı, yok mu? Çalışмый, да? Последние 3 из домашнего задания. Кто хочет прочитать? Ручка, грибы, яблоки, да, у нас осталось. Кем в худях? Кто прочитает? Buyurunuz dostlar. Yuhlamanız. Leyla Hanım, buyurunuz. Так, Leyla Hanım, sizni pek yaramay eshitamiz. Biroz
Сеслиджи айтсанс яхшо. То есть погромче, если будете говорить, будет лучше, потому что вас что-то тихо слышно. Буне, Бuyurunuz. буне, бу калем, буне, бу мантарлар, буне, бу алмалар. Ага, яхшы. Çok sağ olun Leyla Hanım. Faal olmanız için. Фааль активный, да, то есть спасибо за то, что активный. Фааль активный. Делек, да, Баркире Айтаим, еще раз скажу, если где-то не расслышали, те, кто не сделали или сделали, ну, исправите, если вдруг что надо. Кто это? Это учитель. Букым, бу-оджа. Кто это? Это делявер. Кым, букым, бу-делявер. Кто это? Это студенты. Букым, бу-талибелер. Смотрите, можно еще спросить букымлер, можно, да, так сказать, кто эти, ну, кто эти, да, или как-то, ну, по-русски так мы не говорим, но в крымско-татарском языке может быть во множественном числе кымлер. Я да буларком, можно сказать, да, буларком. Кто эти, если дословно переводить, в русском так мы не говорим, но имейте в виду, что уже множественное, да, то есть много буларком. Так, букым, буталебелер, я да буларком, буталебелер. Кто это? Это белка. Буне, бу сансар. Сансар, да, белка. Буне, бу бульбуль. Это соловей. Что это? Это парты. Буне, бу ралелер. Ралелер, парты. Что это? Это ручка. Буне, бу калем. Что это? Это грибы. Буне, бу мантарлар. Мантарлар. Да, грибы, мантар. Что это? Это яблоки. Буне, бу алмалар. Бу алмалар. Яхшы. Эпишины япканларға сау болыңыз айтам. Спасибо тем, кто сделали домашнее задание. Тем, кто не сделал, делайте на будущее, да, сделайте это, потому что для вас лучше. То есть это вы не для меня делаете, а именно для себя. Один из очень опасный. Devam ediyoruz. Еще, да, у нас было. Здесь уже по длине. Кем окуджах? Кто хочет прочитать? Кем бізде бүгін фааль? Ленора Ханом белгісіз? Бухушма, evet buhuş, yok buhuş değil. Bunar mı? Evet bunar, yok bunar değil. Bu oca mı? Yok bu oca değil. Bu talebe. Devam ediniz. Bu enver mi? Yok bu enver değil. Bu Ahmet. Bu bahçe mi? Yok bu bahçe değil. Bu dağ galiba. Orman. 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 Bağışlanız. Bu ученый. Alim. Alim. Yok bu alim değil. Bu yazıcı. Bu alim mı? Да, только мы еще добавляем. Alim mi? Yok bu alim değil. Bu yazıcı. Яша, çok sağ olun Ленора Ханом. Burada айтайым, еще раз, да, скажу для тех, кто если не сделали или же сделали, ну, проверить. Это птица, да, это птица, нет, это не птица. Бу кушма, кушма, да, и там в конце, потому что у твердая, кушма. Эльбет, бу куш. Можно сказать эбет, можно сказать эльбет. Бу куш. Йок, бу куш дыгль. Бунарма. Это гранат. Эльбет бунар. Йок бунар дигль. Гранат нар, да? Это учитель? Нет, это не учитель, это студент. Бу оджама. Йок бу оджа дигль. Бу талебе. Оджа дигль. Бу талебе.
Это Энвер? Нет, это не Энвер, это Амет. Бу Энверма? Yok, bu Энвер değil, bu Амет. Это сад? Нет, это не сад, это лес. Bu bahçe mi? Yok, bu bahçe değil, bu orman. Лес, орман. Да, так. Домашнее задание, я говорила, если встречаются новые слова, вы можете их легко найти в словаре онлайн, medeni.org. Да? Девам и Пимас. Это ученый нас в лоджах Алим. Есть имя, да, такое Алим. Вот оно означает ученый. Дерек, бу Алим. Здесь уже будет Алим и, да, в конце ми. Ми пишем. Алим. Бу Алим. Yok, бу Алим değil, бу yazıcı. Писатель yazıcı. Язмак – писать, yazıcı – тот, кто пишет, то есть писатель, yazıcı. Кто знает, как будет поэт? Nasıl айтacağımız поэт? Кым были? Можно написать в чате. То есть yazıcı – писатель, а поэт – şiirlerini yazgan şairdir. Doğru Anvar Bey. Шаир. Ленора Ханум почти. То есть шиир, да, шиир. Это стихотворение, а шаир бу это поэт. Сагу у нас. Это так, если кто-то... Ага, Анвар Бей прошустрил, видите, в словаре. Демек, девам и девас, yazıcı, писатель, шаир, поэт. Так, эндемон, да, sözlerine koşmak gerek, нужно добавить слова, да, то есть ответить на вопрос. Bu kim, bu talebe, bu ne, bu роле, например. Kim istey, кто хочет. Bu sözlerine bilesiniz, çünkü Elifbeni öğrendiğimde onlarda da öğrendik. Эти слова вы знаете, потому что когда мы изучали алфавит, мы их проходили. Лейля Ханум, buyurunuz. Bu kim? Bu hoca. Bu ne? Bu gemi. Bu ne? Bu ceviz. Bu ne? Bu ne? Bu Ворона как? Ага, подсказка друга в чате. Bu bu ne? Bu karga. Bu ne? Bu хораз. Ага, петух, да, Хорас. Карха просто не услышали, вас далеко слышно почему-то. Лиля Ханум, вы как, через микрофон говорите, наушников или через ноутбук? Через как? Ноутбук. Просто вас плохо слышно. Может, попробуйте, либо как, если вы через наушники говорите, то просто через ноутбук. Если, может, так. Далеко. Bu ne? Bu karga. Угу. Bu ne? Bu хораз. Ага, yaxşı. Çok sağ olunuz. Güzel. Да, Бракиряйтаем. Bu kim? Bu hoca. Преподаватель, да? Алексей Бей советует сделать больше чувствительных звуков в настройках. Вот наверху, которая есть, кнопочка так, рядом с «Выйти», наверху справа, настройки. Там заходите, и микрофончик есть, добавить чувствительность. Что-то такое. И галочка на эхо подавление должна стоять. Может быть лучше. Берег, корабль, бу не, бу гели. Орех, бу не, бу девас. Ворона, бу не, бу карга. Петух, бу не, бу хорас. Хорас, петух. Да? Devam ediyoruz. Kim istey?
Здесь нужно тоже, да, вопрос составить и ответить, да, это то-то, нет, это не то, да, вот, например, как в примере, бу иляч мı, эльбет, бу иляч, yok, бу иляч değil. Это лекарство ли? Иляч – лекарство. Эльбет, бу иляч, да, это лекарство, yok, бу иляч değil. Нет, это не лекарство. Дальше нужно вам уже подставить, да, то есть это бабочка ли, нужно спросить. Да, это бабочка, нет, это не бабочка. Кто хочет? Buyurunuz. Алексей Бей, buyurunuz. Bu kobelek, elbet, bu kobelek. Yok, Смотрите, какой вопрос задаем. Кобелек, что нужно добавить еще в конце? bu kobelek mi? Угу. Bu kobelek mi? Elbet, bu kobelek. Yok, bu kobelek değil. Угу. Bu mantar mı? Elbet bu mantar. Yok, bu mantar değil. Угу. Хлеб. Сейчас забыл, как хлеб будет. Вот подсказка друга. Спасибо большое. Bu otmek mı? Bu otmek mı? Elbet bu otmek. Yok, bu otmek değil. Угу. Bu kaşkır. Bu kaşkır mı? Elbet Угу. bu kaşkır. Yok, bu kaşkır değil. Угу. Sağ olunuz, yaxşı, maşallah. Doğru, devam ediyoruz. То есть бабочка, кобелек, добру, гриб, мантар, хлеб, отмек, волк, кашкар. Да, синоним над кем хатырлай? Кто помнит еще один синоним волка? У нас было два слова. Одно означает труба, другое борю. Ага. То есть бору труба твердый, да, а если мягкий борю волк, борю. Ну, почти. Да, борю, борю, борю. Ага. А какие еще два вы говорите, Рустем Бей? Расскажите нам. Дайте нас. Demek борю ve kaşkır. Bizde aytılar. Devam edemiz. Не передвигается зависло. Мында ise нені айтмақ керек? Bu talebe mi? Yok, bu talebe değil. Bu hocam. Здесь нужно сказать, что нет, это не то, а вот это, да? Это ученик ли? Нет, это не ученик, это преподаватель. Ким окудяк? Ким yapacak? Кто хочет сделать это задание? Ленора Ханум, buyurunuz. Bu huş mu? Yok, bu huş değil, bu Sansar. Bu Moskva mı? Yok, bu Moskva değil, bu Kiev. Bu alma mı? Yok, bu alma değil, bu nar. Bu tren mi? Yok, bu tren değil, bu uçak. Yaxşı, sağ olunuz, Ленора Ханум. Mına doğru, siz böyle интонациямен, да, sanki laf ediyorsunuz, gerçekten de laf ediyorsunuz. То есть, как я говорила, да, Ленора Ханум читает это не так, как прочитать просто, а именно как мы говорим обычно. Sağ olunuz. Так, еще раз, да, bu kuş mu? Yok, bu kuş değil, bu Sansar. Bu Moskva mı? Yok, bu Moskva değil, bu Kiev. Bu alma mı? Yok, bu alma değil, bu nar. Granat, nar, да. Поезд. Nasıl поезд edeceğimiz? Поезд, tren, да. Bu tren mi? Yok, bu tren değil, bu uçak. Ну, конечно, трудно, да, спутать самолет с поездом, но это так, чтобы для разработки. Devam edelim. Hafta günleri bunu da öğrendik.
Hafta kunları ne demek? Дни недели. Да? Не demek переводится как переводится, да? Что значит hafta kunları. Hafta, мы говорили, это неделя, кун – день. Kunler – дни, hafta kunları – дни недели. Demek, nasıl kunler vardı bizde? Здесь они в разброс, да, указаны, оларны тәржіме етмек керек, оқымақ ve тәржіме етмек кемістей нужно прочитать и перевести. Веленора ханым бүгін en фаль талебелер, да, самые активные у нас сегодня Ленора ханым, Лиля ханым. Есть еще кто желающие? Алексей Бей тоже сегодня активный. Вот давайте дадим слово Анвар Бею. Сегодня первый раз, да, ручку подняли. Буйрунас, Анвар Бей. Cuma akşamı у нас четверг. Базар – это воскресенье. Cuma ertesi – это суббота. Salı – это у нас вторник. Cuma – это пятница. Базар ertesi – это у нас соответственно суббота. И чаршембе – это у нас среда. Базар РТС, еще раз, какой это день будет точнее? Базар РТС. Базар РТС – это, по-моему, так, это суббота, по-моему, базар РТС, то есть после. Ну получается, значит, это четверг. Нет, смотрите, базар, это какой день недели? Базар, если воскресенье, значит после воскресенья. Это понедельник, точно. Базар РТС – это понедельник. Яша сағыл у нас. Direkt базар РТС, да? Базар воскресенье, базар РТС понедельник. Яша сағыл у нас. Direkt Джума акшамы. Четверг, базар воскресенье, да? Базар, помню, у нас ассоциация воскресенья, мы ходим на базар, да? Базар на рынок. Джума РТС. РТС это следующий день, да, то есть после Джума имеется в виду суббота. Джума РТС суббота. Сало, говорили, просто надо запомнить, да, вторник. Джума пятница. Базар РТС, то есть следующий день после базара. Какой? Понедельник, да, базар РТС понедельник. Чаршанбе среда. Яша, сағыл у нас. Devam ediyoruz. Ve endi bugün günlerden ne? Какой сегодня день недели? Да, если дословно переводить, какой сегодня из дней? Бугунь сегодня. Мы это слово с вами уже, да, знаем бугунь. И знаем, что в первом слоге у обычная без точек, во втором слоге с точечками бугунь. Бугунь, айтınız, скажите, bugün günlerden ne? Bugün günlerden ne? Yani kimseden soramağa isteseniz более soracağsınız, да, если вы хотите спросить, какой сегодня день недели, то есть bugün günlerden ne? Bugün Джума, то есть отвечаем сегодня пятница. И дальше уже вам нужно ответить, то есть bugün günlerden ne? Bugün Джума, mesela bugün, дальше идет понедельник, кимистей, кто хочет. То есть нужно как бы ответить на этот вопрос. Ага, Алексей Бей, Буйрунас. Bugün Bazar ertesi. Bugün çarşamba. Bugün Cuma. Bugün Cuma akşamı. Sağ olun. Sen de Ленора ханымға söz берейік. Теперь дадим слово Леноре ханым. Sağ olun, Алексей Бей. Машалла. Ленора ханым, buyurunuz. Вторник. Bugün salı, bugün Cuma ertesi, bugün pazar. Yaxşı, çok sağ olunuz. Güzel. Direkt bugün günlerden не переводится как какой сегодня день, да, имеется в виду какой сегодня день недели. Yaxşı, sağ olunuz. И новая тема у нас сегодня. То мы с вами повторили.
закрепили. И дальше, то есть я вам изначально, да, говорила, наши уроки вам даны для того, чтобы это была как бы схемка того, да, для того, как сказать, изучения, скажем так, языка. А остальное все зависит от вас. То есть это вам как бы помощь, остальное все зависит от вас. И те же, вот, например, дни недели, пусть они у вас не так, что сегодня, да, вы их прошли, вспомнили и дальше забыли. Чтобы лучше запомнить, каждое утро, как просыпаетесь, мне надо айтхана, я уже говорила, суаль бересен, задаете себе вопрос, да, какой сегодня день недели, и отвечаете в соответствии с тем, какой сегодня день, да, на крымско-татарском. Можете спрашивать у кого-то из своих близких, кто рядом с вами, да, если они не знают, то их вы тоже научите. Новая тема сегодня, в принципе, она не тяжелая, легкая, да, аффиксы местного падежа. То есть указывает на то, где что-либо находится, да. Да, де, та, те. Можете себе записать. Аффиксы местного падежа. Да, де, та, те. Угу. Да, де, та, те. Записали. Диван, тема то есть они отвечают на вопросы, да, вот, чтобы мы сказали, да, где, что вот находится. Не ерды, кайда, то есть где. Ер, вы это слово уже знаете, да, ер, место, как где-то у нас с вами встречалось. Не ерды, и дословно переводится в каком месте, да, не ерды, в каком месте. Но нормально переводим просто где. Можно также спросить кайда. Не ерды, кайда, это синонимы, означает одно и то же. Можете записать. Не ерды, кайда. Где? Кымде, соответственно, у кого. Да, у кого. То есть указывает на местоположение какого-то там предмета или чего-то такого у кого-то, да, то есть или же где-то. Не ерде, кайда, кымде. Заметили, да, то есть в вопросах есть вот эти аффиксы да, де, да, не ерде, кымде. Соответственно, в ответе у нас будет то же самое, да, аффиксы, да, эти добавляются. Смотрите, так, почему-то опять у меня мелкий шрифт. Китаб не ерде, китаб масада. Как мы переведем китаб не ерде? Где книга, да? Где книга? Китаб не ерде. Где книга? Добру. Илмаз ханым сағылыңыз. Китап масада. Книга на столе. Добру, Илмаз ханым сағылыңыз. Демек, маса стол, масада на столе. Масада на столе. Китап кимде. Как переведем? Yok, масал бу сказка. Раз башха бір сөзчик. Маса. Ага. Яхшы. Демек башқа сөзні да башқалар o'rganді. Масал книга, маса стол. Стол, да, насыл айтмақ мүмкін. Как еще можно сказать? Да, добро, Алексей Бей. У кого книга, правильно. У кого книга. Как можно еще сказать стол по-другому? Софра, добро. Буларның біразчық фарқы бар, то есть у этих слов есть немножечко разница. Маса, ве софра. Маса это просто обычный стол, а софра это имеется в виду стол, за которым кушают. То есть, ну, накрытый стол, да, вот именно такой. Софра это именно тот стол, за которым кушают. Анварбей, яхшы сөзлікмі куланатын, Анварбей хорошо у нас работает со словарем, да, скоро будет у нас ходячий словарь Анварбей. Главное,
запоминайте все слова, которые вы нам пишете. Дерек, маса, софра, да, маса это тот обычный стол, да, на любой стол можно сказать, софра на тот, который именно кушаем, то есть на тот стол, который вот просто, да, стоит, например, там на нем работают, либо пишут, или еще что-то делают, на него софра не говорят. Угу. Алексей Бей, вы ручку подняли, у вас вопрос какой-то? Или просто? Угу. Якщо дивами тема, софра и маса разобрались. Китап не ерде, китап маса, да, то есть где книга, книга на столе, китап кнде, китап Ильяс та. У кого книга? Книга у Ильяса. И обратили внимание, да, да, та. Где и когда мы ставим да, а когда та. Мы с вами уже прошли сингармонизм гласных, да, звучков, скажем так, а сегодня у нас еще согласные. Есть звонкие, сонорные и глухие, но чтобы не, как это сказать, не затруднять, вы можете просто заполнить глухие и не глухие, да, то есть глухие у нас какие? Третий, да, смотрим. Ч, Ф, Х, К, П, К, С, Ш, Т. Ну, глухие, понятно. Думаю, с этим проблем не будет. И звонкие Б, Дж, Д, Г, Г, Ж, В, З. Сонорные Л, М, Н, Л, Р, Е. Можете для себя прям не разделять, да, это больше как для филологов звонкие, сонорные и так далее. Просто для себя можете разделить глухие и не глухие. И, соответственно, если у нас слово заканчивается на глухой, согласный звук, то тогда у нас, соответственно, аффикс тоже начинается с глухой. Та, либо те. Та, те. Ну, а или э вы знаете, да, если у нас в последнем слоге корня или основы слова твердое гласное, то значит та. Если мягкое, то те. Ну, а если у нас звонкое или сонорное согласное, то да, де будет. Если глухие та, те, если звонкие да, де. Ну и сонорные, да, де. Ну, это я уже сказала, да, твердые, помним, какие у нас буквы. А, скажите, А, И, О, У. Чтобы прочувствовать, да, А, И, О, У. Соответственно, будет да, либо та. И мягкие, скажите, И, И. Соответственно, в аффиксе будет мягкое Угу. Mesela, например, не ерде кайда. Бала не ерде, бала азбарда. Бала кымдыр. Кто такой бала? Бала. Ребенок. Doğru, сағымыз. Бала не ерде, как переведем? Где ребенок? Да? Ну, дитя, ребенок. Doğru. Бала азбарда. Азбар – двор. Двор. Можно еще сказать, как на улице, да, просто азбарда имеется в виду на улице, не на улице, как имеется в виду длинная, да, улица, а на улице, как в таком растяжимом понятии, да, азбарда во дворе, либо на улице. Угу. Ну, азбар, это, оно так и переводится, двор, но можно на русский сказать, как то есть он где-то гуляет, да, можно сказать, что он на улице где-то находится, то есть не в доме. Но азбар именно слово переводится как двор. Бала не ерде, да, видим в вопросе где в конце, значит, в ответе у нас тоже будет да, либо де, та, те, да, аффикс. Бала азбар да, ребенок во дворе. Сансар не ерде, где белка, сансар терек те. Терек. Не демек, терек. Значит, терек. Добру. Ага, якщо сагнус, терек. Терек дерево. Терек, те. Здесь видим в конце у нас терек
она глухая, да, поэтому дальше мы какой аффикс добавляем? Тоже начинающийся с глухой. Теректе. Ну и, соответственно, гласную, да, не теректа будет, а теректе. Почему? Потому что у нас в слове тоже мягкое, да, емшак, мягкий емшак. Сансар теректе. Белка на дереве. Талебе не ерде, талебе сыновта. Где ученик? Ученик где? Сынов не демек. Класс добру. Сыновта, опять-таки, ф у нас какая, глухая или звонкая? Глухая, да? Поэтому дальше идет тоже аффикс, начинающийся с глухой. Сыновта. И почему не сыновте, например? Потому что у нас последний слог, да, имеет тоже твердую гласную «ы». Сыновта. Алма не ерде, где яблоко, алма сепетте. Новые слова себе можете помечать, да. Сынов класс, но это у нас вроде бы встречалось слово. Сепет, новое слово, сепет корзина. Сепетте. Сепетте в корзине. Алма не ерде, алма сепетте. Я читаю, вы за мной повторяйте. Айтыныз, бала не ерде, бала азбарда. Сансар не ерде. Сансар теректе. Талебе не ерде. Талебе сыныфта. Алма не ерде. Алма сепетте. Не ерде здесь можно заменить еще каким словом? Сверху, да, написано кайда. То же самое, да, будет не ерде, кайда. Мы говорили синонимы. Где? Не ерде. Так, белки комсе окумагайстер. Кто-то, может, хочет прочитать. Тимостей. Кто хочет? Так, Алексей Бей. Или Анварбей, вот у нас ручку поднял. Анварбей, Буйранас. Бала не ерде. Бала азбарда. Сансар не ерде. Сансар теректе. Талебе не ерде. Талебе не сыпта. Алма не ерде. Алма сепетте. Яхшы, сағылыңыз. Только сыныфта, да, сыныфта. Не спешите, читаем каждую буковку. Яхшы. Где вам этемс? Кымде, у кого, да, если там было где, здесь уже у кого. Кымде, у кого. Калем кымде, калем менде. Ким окумагайсте, кто хочет прочитать? Окейма свет ржимей темас. Здесь есть новые слова. Так, калем, вы знаете, чанта, чанта, кымбале чанта. Сумка, долгу. Пора были, у нас пора деньги, да, помним. Дефтер, тетрадь. Ленора Ханом говорит у нас, окейма свет ржимей темас. Халем кимде, халем менде. Где ручка? Ручка у меня. Кого? У кого-то, да. Чанта кимде, чанта аметте. У кого сумка? Сумка у Амета. Пара кимде, пара динарада. У кого деньги? Деньги у Динары. Дефтер кимде, дефтер сизде. У кого тетрадь? Тетрадь у вас. Яхшы, çok sağ olunuz. Здесь, демек, девам этемс. Здесь все понятно, да, в принципе, ничего сложного. Сыз, де, у вас. Сыз, вы уже это изучали, да, сыз, вы переводите, да. Как мы скажем, у него. Смотрите, у него мы говорим он, да. Да, это надо запомнить. Да. Или же кто-то говорит о, да, да.
Demek, devam ediyoruz. Продолжаем. Здесь уже нужно вам самим добавить окончание. Океймос ветер. То есть читаем, добавляем окончание и переводим. Здесь есть новые слова. Фильджан, кружка. Имеется в виду небольшая, да, фильджан. Фильджан, кружка. Куш, долап. Дальше слово новое, тоже шкаф. Фильджан, кружка, долап, шкаф. Куш знаете, терек, дерево знаете, телефон, ну, думаю, тоже понятно. Так, бахча, кашпар, орман. Орман, сегодня мы это слово, да, с вами говорили в домашнем задании, оно было орман, лес, в последней строчке. Все, в принципе, остальное знаете. Ага, Лейля Ханум buyurunuz. Filcan ne yerde? Filcan dolapta. Чашка где? Tercüme. Чашка где? Чашка в шкафу. Куш не yerde? Куш теrekte. Птица где? Птица на дереве. Телефон kimde? Телефон Мустафада. Телефон у кого? Телефон у Мустафы. Yaxşı, sağ olun Leyla Hanım. Alexey Bey. Сансар не Зарема ерде. Hanım. А? Buyurun. Сансар не ерде. Сансар бахчада. Белка где? Где белка? Белка в саду. Кашкыр не ерде. Кашкыр орманда. Орманда, да, орманда. Где волк? Волк в лесу. Калем кимде? У кого ручка? Калем калем сызде. У кого ручка? Ручка у меня. Sizde. Siz. У вас? Добро. Yaxşı, sağ olunuz. Güzel. Машалла. Так, смотрите, здесь еще встречалось, да, после гласных мы всегда ставим да, либо д, то есть после гласной у нас как звонкая, да, либо д, идет аффикс. То есть не та, ты, а да, д. Телефон Мустафа, да, Сансар Бахча, да. Добро, yaxşı, sağ olunuz. Devam ediyoruz. Сейчас. Дальше. И вопрос, как мы в данном случае составляем, да, то есть копек азбардама, дама дема, тама тема добавляем, чтобы задать вопрос. То есть мы говорим где, да, азбар да, а потом добавляем вопросительную частицу м. То есть вопросительная частица всегда у нас будет в конце слова. Копек азбардама, собака во дворе ли, ну, во дворе ли собака, да? Копек азбардама, эльбет копек азбарда, yok копек азбарда değil. Талебе сыновта мı? Ученик в классе ли? Сыновта мı? Опять видим, да, ф глухая, поэтому дальше та добавляем. Сыновта мı? Эльбет талебе сыновта. Yok талебе сыновта değil. И дама, дема, обращаем внимание на «ы» или «и», да, в конце. Если у нас твердые гласные, значит «а-ыду», да, «м». Если мягкие «и». Дема, тема, дама, там. Кем окудяк? Кто прочитает? Зарема Ханум, у вас заработал микрофончик? Вы ручку поднимаете, а микрофончик, видимо, не работает. Поэтому я думаю, сначала шама, йокма. Шалашма, да? Яша, кем окудяк? Кто прочитает? Дуслар. Эй.
Кто прочитает? Ага. Алексей Бей, buyurunuz. Köpek azbarda mı? Переводим, Köpek, терпелитимус. ну, собака на дворе? Мгм. Эльбет, köpek azbarda. Да, собака на дворе. Yok, köpek azbarda değil. Нет, собака не на дворе. Ну, или во дворе. Да, во дворе. Талибе сыныфта mı? В ученики в классе? Эльбет, Один, талибе да? сыныфта. Не Да, ученики, ученик. ученик, простите. Эльбет, талибе сыныфта. Да, ученик в классе. Yok, талибе сыныфта değil. Нет, ученик не в классе. Угу. Yaxşı, sağ olunuz. Yaxşı. Devam ediyoruz. Здесь нужно уже добавить, да, соответственно, вопрос составить, дамы, демы, тамы, темы нужно, да, подставить аффикс с вопросительной как бы частичкой и ответить. Соответственно, ну, я написала да, либо нет. И вы отвечаете, если да, то да, если нет, то, как было здесь, да, двигай. То есть нет, да, отрицание. Yok, köpek azbarda değil. То есть азбар, да, değil. Мы говорим где, а потом говорим не. Азбарда değil. Сыныфта değil. Давайте по два. Kim isteği? Ленора Hanım, buyurunuz. Masa odada mı? Elbet masa odada. Tercüme Стол в комнате? Да, стол в комнате. Мгм. Kitap çantada mı? Yok, kitap çantada değil. Книга в сумке? Нет, книга не в сумке. Sağ olunuz. Leyla Hanım, buyurunuz. Alma sepette mi? Elbet alma sepette. Ahmet evde mi? Yok. Ahmet evde değil. Sağ olunuz. Devam. Дальше кто хочет еще представить? Sağ olun, Leyla Hanım. Да, Экада не kaldı. Еще осталось два. У вас есть шанс прочитать в прямом эфире. Достар, Ким Стей, кто хочет прочитать последние два. Деми, корабль, да, Денис. Это тоже слово проходили. Денис, море. Ким Окудяк, кто прочитает. Так, активнее, Достар. Алексей Бей. Gemi denizde. Elbet. Вопрос. Вопрос. Ага, то есть Денизде, не просто Денизде, а Денизде. Еще какую частицу надо добавить? Вопросительный. Вопросительный аффикс. Сейчас. Ну вот наверху они у вас все написаны. Да, мы демы, там и темы. Геми Дениз Деми. Правильно? Дениздема, то есть, смотрите, вопросительно у нас просто ми, да, ми. Мы говорим Денизде, это будет на море, да, или в море. И потом добавляем м. В море ли, дословно получается. Денизде м. Gemi denizde mi? Elbet gemi denizde. Корабль на море? Да, корабль на море. Кашкир орман дамы? Орман дамы? Эльбет Кашкир орманда. Волк в лесу? Да, волк в лесу. Яша. Разобрались, Алексей Бей? Ну, половина по наитию происходит, но это очень просто. Это нужно просто попрактиковаться. Оно очень легко ложится на ум, но... Да, просто надо больше. Да, anladım.
То есть сначала мы добавляем аффикс, где находится, а потом просто в конце вопрос. И я, как говорила, вопрос в крымско-татарском всегда имеет вот эту частичку ми, вопросительную частичку. То есть не просто, да, геми денис или там маса ода, одада. Мы именно добавляем маса одада м. Да, то есть чтобы вопрос у нас был, обязательно надо добавить м либо ми. Якша сагул у нас. Гузель. И, то есть, сегодняшняя тема, в принципе, она легкая, да, легкая, просто нужно, опять-таки, для себя вы что-то видите, если, например, слова знаете уже, масада, для себя спрашиваете, китаб масадама, да, вы увидели что-то на столе у себя, и сами себя спрашиваете, как вы у себя спросите, например, ручка на столе ли, да, калем масадамо, сами для себя, либо там увидели собаку какую-то на улице, да, во дворе, для себя сами спрашиваете, копека с бардама, и отвечаете сами себе. Ну, то есть, так хотя бы таким образом, да, практиковать, потому что уроки у нас урок длится всего час, и всего 3 раза в неделю, если вы только в это время будете, если только это время будете уделять крымско-татарскому, но этого будет мало, да? Надо постоянно что-то вот практиковать. То есть не так, что вы изучили это и у вас это ушло в пассив, а изучили и постоянно практикуйте. Хорошо. Демек, Бойле. Есть ли какие-то вопросы по этой теме? Между бойнча суалер барма? Между телом мы говорили, да, суаль, вопрос. Yok, yaxşı. Ve daha bir meraklı şey çok sizler için hazırladım. Doğru ve фетейк, yani давайте будем говорить правильно. Да, для тех, кто уже говорит, но иногда мы не уделяем нужного внимания. Да? Деката ирма, но спуна. Я как-то говорила, что если поставить ударение не туда, то может быть другой смысл. Да, например, как сегодня у нас было алма. Ну, это там понятно, да, существительное. Мы обычно на последний слог, как говорили, падает ударение алма, яблоко, алма, не бери. А есть еще такие, как, например, дачок. Если мы скажем дачок, больше ударения на слово дачок, то это будет переводиться как еще много. Дачок. Айтенас, скажите, дачок. То есть да переводится как еще, чок много. Да? Если мы говорим да чок, это мы говорим еще много. А если мы скажем больше ударения на да слово, да, то это будет еще больше. Да чок. А это у нас да чок. Да чок. Да чок. То есть это еще много, да? А как мы скажем еще больше? Да чок. Угу. Да чок. А еще много? Да, чок. Угу. То есть это такие, скажем, как это, тонкости, да, языка. Говорим Манчестер, подозреваем Ливерпуль. Директ дальше. Деваме темас. Яхша. Если на последний слог, то это будет хороший. Яхша. А это у нас яхша. Скажите, яхша. Яхша. Скажите, о яхша адам. Как мы переведем? О яхша адам. Он хороший человек. Добру. Адам, мы знаем, да, с вами человек. Яхша хороший. О яхша адам. Он хороший человек. А вот если мы на первый слог поставим ударение яхша, да, это что будет означать? Ладно, хорошо. Ну, то есть в ответ, да, когда мы там, кто-то у нас, допустим, просит что-либо сделать, там, веселя, мана букитап, но берче, дай мне эту книгу. Ну, яхша. Угу. Хорошо, ладно, я тебе дам, да, имеется в виду. Добру. А это у нас, скажите, яхша. Это мы что сказали? Хороший, да? А как мы скажем, ладно, хорошо? Яхша. Скажите, яхша. Яхша.
Мгм. То есть, если вас кто-то что-то попросил, и ему хотите сказать, ладно, хорошо, вы ему говорите яхша. Яхша. Девам темас. Догру. Догру. Это слово вы постоянно, да, на уроке слышите. Догру правильно. На последний слог ударение, да? Догру. Правильно. Скажите, догру. Догру. А вот если мы на первый слог поставим, то это будет означать прямо. Догру. Скажите, догру. Как мы скажем правильно? Догру. А прямо? Догру. Угу. Догру баранас. Идите прямо. Да? Баранас, идите. Догру баранас. Яша. Дальше. Олд. На последний слог. Было, произошло. Было, произошло что-то, да? Скажите, олд. Угу. А вот если мы скажем old, то это будет значит хватит, достаточно. То есть, да, например, кто-то много там говорит, и вы ему говорите old, ну, хватит уже, да? Old, Яша, Иляша, да, то есть все, хватит, хорошо, я не old, Яша, хватит. Скажите old, да, bold, кто-то говорит bold, да, но это больше на диалекте. В литературном old. Угу. Девам отец. Джанам, это слово вы уже знаете. Джанам, моя душа, да, душенька, можно сказать. Олды, епер, олды, хватит, епер, хватит. Так, джанам, мы с вами говорили, да, аффиксы притяжательные, то есть, которые означают чье-либо, да, джанам, моя душа, то на него падает ударение. Джанам, моя душа. Да, то есть, если вы кому-то хотите сказать, что вот ты моя душенька, там, да, моя душа, говорим Диана, ударение на второй слог. Скажите Диана, Диана, Диана. А вот если мы скажем Диана, то есть на первый, да, слог, то это будет означать пожалуйста. Пожалуйста, Диана. Угу. Диана. Давайте еще раз говорим, я говорю, вы повторяете и смотрите на перевод сами, да, глазками. Дачок, 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 яхшы, о яхшы адам, яхшы, догру, догру, догру баранас. Баранас, идите, да, мы говорили. Догру баранас. Олды, 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 яхшы. Canım, canım. Canım. Demek böyle buna da dikkat edeyik, yani doğru edeyik, то есть давайте этому будем тоже внимание уделять, а будем говорить правильно. Doğru laf edeyik. Наверху, да, написано, топеде yazılgan doğru laf edeyik. Laf etmek, говорить. Laf edeyik, будем говорить. Давайте будем говорить, да, правильно. Doğru laf edeyik. Были достlar. Можете себе вот это вот, я вам пришлю в формате, можете себе его распечатать, либо написать какими-нибудь, да, там разными фломастерами, выделить или ручками, цветами вот эти ударения. И куда-нибудь повесить себе на холодильник, или же на стенку, или же просто на листочке маленьком написать и приступить к компьютеру. Кому как удобно. Также можно делать и другие, то, что вам удобно, например, Астакум Лере, если кто-то не может, да, запомнить, или еще что-то, какие-то правила, можете себе так выписывать. Более дослар, Бунян Дерсамас Якунленда, таким образом наш с вами урок сегодня закончился. Суалера нас, теклефлера нас, барма, йокма, есть ли какие-то вопросы, предложения? Buyurun, Selmas Hanım.
в ответ, как сказать, пожалуйста, в ответ на помощь. То есть, это в каком смысле имеете в виду? Допустим, да, смотрите, пожалуйста, можно по-разному сказать, да? Можно сказать либо Аллах Разулсун, как написали, да, Анварбей Руслан, и Аллах Разулсун. Дословно это переводится, пусть Всевышний будет доволен. Ну, то есть, если вы там что-то сделали, говорите спасибо, то есть спасибо мы как говорим? Сагул, да? Сагул, будь здоров, если дословно. И в ответ говорим Аллах Разулсун. Пусть на то будет как бы довольство Аллаха, да, что ли, так. Вот. Ну, пусть Аллах будет согласен на то, чтобы ты был здоров, допустим, да. Лютфен – это, пожалуйста, когда именно мы что-то спрашиваем. Ну, то есть, буна айтунас лютфен. Ну, то есть, скажите это, пожалуйста. Да, это больше просьба. Когда вы просите лютфен. Это, по-моему, у нас дальше где-то в каких-то уроках будет еще. Так. А диагном это тоже вот, когда если, это вот как лютфен. Или же, или это в ответ тоже можно сказать. Ну, то есть, допустим, кто-то вам сказал сау, вы говорите, диагном, ну что, пожалуйста. Можно еще сказать борщей дейгы, то есть не за что. Борщей дейгы. Борщей дейгы. Это так можно сказать, не за что. Можно сказать еще буюранос. Так, буюранос. У меня на этом компьютере N почему-то без шляпки, не знаю, вроде бы установила клавиатуру, но у меня оно не выходит со шляпкой. Угу. Так. Дианом. Примеры какие еще могут быть Дианом, да? Дианом она букетап на Диранос. Ну что, пожалуйста, дайте мне эту книгу. Дианом анда барманос. Пожалуйста, не идите туда. Более, конечно, да? Пожалуйста. Ну, как просьба, что ли, да, вот так в таком случае. У буюранос можно еще, смотрите, буюранос, вот у этого слова разные понятия, да, я когда вам говорю, читайте, да, буюранос, то есть, пожалуйста, читайте, имейте в виду, предоставляется слово вам или еще что-то, да. Буюранос можно сказать, когда софрагау турганда, то есть, когда садятся за стол, говорят буюранос, то есть, пожалуйста, приступайте, да. Буюранос это как бы такое на действие какое-либо призывает, да, пожалуйста. Потом еще буюранос можно ответить, вот когда, допустим, консенсус гисагу сайцаса за это буюранос, ну, то есть вам сказали спасибо, вы можете ответить буюранос, ну, как бы всегда пожалуйста, то есть обращайтесь в таком смысле буюранос. Хорошо? Да, Солернус Барон, есть еще какие-то вопросы? Эльмас Ханом Чохсангу Суалянус Ичун. Йохалиба. Яхше говорить бема. Я не поняла, Анварбин. Без м? В каком смысле? Ну, яхше хорошо. Имеется в виду, что если когда вопрос задаете, то тогда смо, обязательно смо. То есть вопрос, я говорила, всегда мы в крымско-татарском, если вопрос задаем, то м обязательно добавляем. Это имеется в виду, если там нет какого-то специального, да, вопросительного слова. Имбу, например, да, кто это? Здесь есть специальное слово. А если яхшема, то тогда м добавляется. Яхшема, хорошо? Угу.
Саумов Туаличев, спасибо за вопрос. Да. Кого еще что интересует? Дослар, хотела еще сказать, если вдруг возникают какие-то вопросы, вы можете писать, ну, связанные, да, с языком, в нашем чате. То есть вы как бы будете узнавать, ну, в любое время, в принципе, если у вас возник какой-то вопрос, можете спрашивать. Там буду стараться отвечать, и как бы и вы узнаете, и может для других будет тоже, да, полезно. Или если что-то сами новенькое, интересное узнали, можно тоже в нашем чате, в нашей группе, в Вайбере это пустить. Чат в Вайбере. Алексей Бей, вас там нет? Угу. Да, в Вайбере. Якши достар. В Вайбере группу как найти? Ну, там администратор наш Лиляра Хану может вас найти, добавить. Вот так.